Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Тема присяжных заседателей в суде, как говорится, классика жанра. И сегодня мы поговорим о практике рассмотрения уголовных дел с участием присяжных. Наша гостья в студии Анна Рабжирова, прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Саха-Якутия. Анна Моисеевна, здравствуйте. Юрий, здравствуйте. И прежде всего, чем же все-таки отличается обычный судебный процесс от процесса с участием присяжных? В соответствии с действующим законодательством, суд, рассматривая уголовные дела с участием присяжных заседателей, исходит из того, что присяжные заседатели отвечают на три основных вопроса. Первое. Доказано ли, что было событие с преступления? Второй вопрос касается отношения подсудимого и его вины. То есть доказано ли, что именно конкретное данное лицо совершило данное преступление. И третий вопрос, заслуживает ли лицо, в случае, если присяжные признают доказанным как само событие преступления, так и причастность этого лица, заслуживает ли он снисхождения. То есть на эти три вопроса отвечают только суд присяжных заседателей. Вопросы, касающиеся того, как оценивать, по какой статье Уголовного закона оценивать то событие, в котором лицо признано виновным, какое наказание он должен понести, все это отнесено к компетенции профессионального судьи. И все-таки вот от обычного заседания отличие? Отличие в том, что с участием присяжных заседателей исследуются лишь те доказательства, которые входят для того, чтобы решить ответы на все эти три поставленные вопросы. Возможно, большинство наших зрителей примерно имеет общее представление о том, как проходит процесс с участием присяжных заседателей. Так вот, на практике, в принципе, отличий немного. Единственное, что с участием присяжных заседателей мы должны рассматривать и исходить из той позиции, что мы рассматриваем не личность человека. Мы не оцениваем его и его поступок в связи с его личностями. Мы оцениваем лишь конкретно тот поступок, то преступление, в котором он обвиняется. Действительно ли было преступление, действительно ли этот человек совершил это преступление, и если он это совершил, заслуживает ли он снисхождения. От обычного процесса отличается и также форма изучения доказательств. С участием в суде присяжных заседателей мы не исследуем данные о личности виновного, данные о личности, возможно, потерпевшего. Все это сделано законодателем с той точки зрения, чтобы исключить наличие какого-либо предубеждения у присяжных заседателей, которые могут вызвать те или иные данные о личности виновного. А в обычном процессе профессиональный судья изучает всю совокупность сведений, которые могут касаться как не только самого преступления, но также и данных о личности виновного лица. Как он себя вел, привлекался ли он до этого к уголовной ответственности, какие были отношения у него с потерпевшим, как характеризован потерпевший. Все эти обстоятельства с участием в суде присяжных заседателей не исследуются. Я еще раз повторяюсь, все это сделано лишь для того, чтобы присяжные заседатели никоим образом не были подвержены влиянию тех данных, на основе которых они могли бы сформировать свое какое-то предубедительное отношение к этому лицу, к самому преступлению. Ну и, соответственно, почему это еще также было сделано, опять-таки возвращаясь к тому, что целью суда присяжных заседателей является оценка поступка человека в отрыве, скажем так, от данных о его личности, о том, как он до этого жил, совершал ли он до этого преступления, какие отношения у него и насколько глубокие были с потерпевшим. Все это не исследуется с участием суда присяжных заседателей. И ограничен ли круг дел, которые могут рассматриваться с участием присяжных? Да, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом у нас есть статья «Подсудность уголовных дел», то есть определен четкий перечень уголовных дел, которые могут рассматривать суд присяжных заседателей. Вообще говоря об этом институте, стоит упомянуть о том, что данный институт характерен только для уголовного судопроизводства. То есть обычные гражданские споры, рассмотрение в суде гражданской инстанции, оно не рассматривается с участием суда присяжных заседателей. Это, скажем так, прерогатива только уголовного судопроизводства. Соответственно, поскольку сам уголовно-процессуальный процесс, он у нас строго регламентирован, да, уголовно-процессуальным кодексом, соответственно, там он как раз-таки определяет четкий перечень статей,
четкий перечень уголовных дел, которые подпадают под критерии возможности рассмотрения уголовного дела с участием суда присяжных заседателей. Как правило, это уголовные дела, предусмотренные статьями частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она рассматривается судом районного звена. Квалифицированные составы, то есть часть 2 данного преступления по 105 Уголовного кодекса Российской Федерации рассматривается Верховным судом Республики Саха-Якутия. Как правило, преступления, предусмотренные частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, похищение человека с дальнейшими тяжелыми, тяжкими последствиями, а также уголовные дела по бандитизму, по незаконному обороту дел, связанных с психотропными и наркотическими веществами, то есть это сбыты больших крупных партий наркотических средств. Все эти уголовные дела рассматриваются, возможно, их можно рассмотреть с участием присяжных заседателей, равно как и возможно их рассмотреть с участием обычного профессионального судьи. То есть сама возможность рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей, она законодателем отнесена к компетенции только виновного лица. То есть лица, которое обвиняется в совершении преступления, которое подпадает под эти условия. И лицо самостоятельно в этом праве. То есть только по его желанию. Если лицо возражает, конечно, суд будет рассмотрен с участием лишь профессионального судьи. Но если вдруг он заявил такое желание, а его можно заявить, когда закончится расследование уголовного дела, либо когда дело поступит в суд и судом будет назначено предварительное слушание, тогда лицо может заявить свое право о том, что он желает рассмотреть уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей. После этого, скажем так, начинается процедура уже формирования коллегии присяжных заседателей. Каким образом это все происходит? В распоряжении муниципального органа имеются списки. С помощью государственной автоматизированной системы выборы делается случайная выборка кандидатов. То есть для того, чтобы человека вызвали в качестве кандидата в присяжные заседатели, не требуется его волеизъявления. Данные списки формируются на основе тех сведений, которые располагает муниципальная администрация, исходя из тех же списков выборов среди тех людей, которые постоянно проживают на территории данного субъекта Российской Федерации. То есть это означает, что при рассмотрении уголовного дела, допустим, в другом субъекте в Москве, жителя Якутии, который имеет постоянную прописку на территории Якутии, его, конечно, не позовут туда, участвовать в качестве кандидата в присяжные заседатели. Соответственно, после того, как будет осуществлен вызов кандидата, кандидат приходит уже по месту рассмотрения уголовного дела в суд, в тот или иной суд. Затем проверяется наличие каких-то ограничений. Эти ограничения у нас установлены как в Уголовном процессуальном кодексе, так и в Федеральном законе 2004 года о присяжных заседателях в федеральных судах общей юрисдикции. Соответственно, в качестве присяжного заседателя не могут выступать лица моложе 25 лет. Также по состоянию здоровья не могут выступать лица старше 65 лет. Не могут быть присяжными заседателями лица, в отношении которых сейчас расследуется уголовное дело, которые состоят, допустим, на учете у нарколога или психиатра. Не могут быть лица, в отношении которых имеется судебное решение, вступившее в законную силу, говорящее о том, что лицо является недееспособным. Также имеется такое ограничение, что присяжным заседателем не может быть лицо, которое по роду своей деятельности занято при решении социально значимых вопросов, либо вопросов, касающихся жизнедеятельности органов исполнительной власти, законодательной власти. Ну и, конечно, не могут быть присяжными действующие адвокаты, нотариусы, сотрудники правоохранительных органов, судьи. Но если человек, скажем так, работал в указанных органах и вышел на пенсию, и прошло более 5 лет, у него возникает такое право быть присяжным заседателем. Соответственно, после того, как, скажем так, проходит такой предварительный отбор, кандидаты уже приглашаются непосредственно в судебное заседание. В судебном заседании также происходит отбор кандидатов, но уже путем опроса сторон, то есть сторона обвинения, которую представляет прокуратура, сторона защиты, адвокат и лицо, которое обвиняется в совершении преступления, путем постановки вопросов.
Эти вопросы могут быть связаны с обстоятельствами рассматриваемого дела. Да? Путем постановки своих вопросов могут совершают отбор среди этих кандидатов. В дальнейшем, по завершении процедуры опроса, сторонам предоставляется возможность заявить свое право на исключение того или иного кандидата. Сведения и причины, по которым сторона считает, что какое-то либо конкретное лицо не может участвовать в качестве присяжного заседателя, они не доводятся до сведения указанного кандидата. Вопросы решаются уже без участия суда, без участия кандидатов в присяжные заседатели. После этого уже судья, соблюдая хронологию тех кандидатов, которые были вызваны, составляет основной и запасной список присяжных заседателей. В суде районного звена, у нас в Якутском городском суде, в районных судах республики, законодатель требует по количеству присяжных заседателей, которые входят в основной состав коллегии, их должно быть не меньше 6, а запасных должно быть не меньше 2. Ну, как показывает практика, бывают случаи, когда и 4 людей бывают запасными. То есть общее количество людей, которые принимают участие при рассмотрении уголовного дела, должно быть не меньше 6. И дальнейший список, в принципе, не ограничен, но, как правило, запасные составляют от 3 до 4 присяжных заседателей. В суде Верховного суда республики из-за того, что он рассматривает уголовные дела, скажем так, более тяжкие, законодателем увеличен данный список основных кандидатов в присяжные заседатели до 8 человек. И, соответственно, запасных также должно быть не меньше 2. После того, как сформирована указанная коллегия присяжных заседателей, вне зависимости от того, районный это уровень или верховный, или это уголовное дело, которое рассматривается Верховным судом, присяжные заседатели приносят присягу, дают клятву о том, что постараются быть абсолютно объективными, беспристрастными при рассмотрении уголовного дела. В дальнейшем, после того, как была принята присяга, на присяжных заседателей распространяются гарантии, в том числе и предусмотренные федеральным законом о судьях в Российской Федерации. То есть это гарантия неприкосновенности и безопасности. Потому что, находясь в совещательной комнате, уже в самом конце судебного следствия, присяжные заседатели должны находиться там абсолютно одни, без какого-либо постороннего воздействия, в том числе даже без воздействия со стороны председательствующего. В общем и целом работа, скажем так, в качестве присяжного заседателя, она очень интересна и прежде всего является долгом, который предусмотрен нашим действующим законодательством, долгом каждого гражданина Российской Федерации. Слушай, Анна Моисеевна, спасибо вам большое, что нашли время и подробно объяснили, как проходит работа присяжного заседателя. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.